Спонсор программы «Крик» – Центр «Автопром». Техосмотр недорого. В эфире телеканала «Юрган», «Крик», криминал и комментарий, в студии Таисия Жакова. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Эжвинский рэкет, криминальная пятерка, на протяжении 2 лет вымогала деньги у жителей столичного микрорайона. Вождение за взятку. Ученики сыктывкарских автошкол покупали права у сотрудника ГИБДД из Емвы. МММ по коме. Организаторы финансовой пирамиды, похитившие у жителей республики почти 25 миллионов, понесли наказание. Театр на дороге. Что такое автоподстава и как не стать жертвой аферистов? Ухтинский суд поставил точку в уголовном деле потребительского общества «11-й регион». Мошенники с 2012 по 2013 год, выстроив финансовую пирамиду, незаконно похитили у граждан почти 25 миллионов рублей. 2 фигурантов, петербуржец Александр Истомин и сыктывкарец Виктор Смирнов, уже выслушали приговор и отправились на 6 лет в колонию. 3-й подельник Роман Минин долгое время числился в розыске. Теперь его судьба прояснилась. Репортаж Константина Куратова. В день X, утром 2 февраля 2013 года, в офисы фирмы в 4 крупных городах республики нагрянул спецназ. В этот день правоохранители задержали 2 организаторов потребобщества – Александра Истомина и Виктора Смирнова. Оказалось, за 9 месяцев в 6 муниципалитетах мошенники приняли в ряды пайщиков больше 1000 человек. 3 из них следствие признало потерпевшими по уголовному делу. На момент задержания денег, чтобы рассчитаться со всеми пайщиками даже по номиналу, у них не было. То есть они вкладывали какие-то свои там бизнесы, не относящиеся к деятельности потребительского общества региона. Покупали себе определенные блага, там, машины и так далее, ездили там в Москву, в Петербург, то есть отдыхали по полной программе. Никаких высокоприбыльных активов в виде акций алмазодобывающих компаний и никаких банков-партнеров, о которых говорилось в рекламе, у регионов на самом деле не было. Выплата дивидендов осуществлялась только за счет новых пайщиков. Согласно выводу эксперта, указано, что данное общество является конкретно пирамидой, осуществляет свою деятельность по принципу финансовой пирамиды, и что денежные средства у нее кончатся в октябре 2013 года, ну то есть полностью все, то есть никто уже ничего не получит. То есть в течение 2013 года, их же в начале 2013 года задержали, они бы еще могли, получается, свою деятельность осуществлять, вот, и принимать также от населения вот эти деньги, обогащаться самим. Следствие длилось 1,5 года. Выяснилось, доверчивые пайщики отдали в руки мошенников 136 миллионов рублей. Почти 25 из них организаторы потребобщества потратили на свои нужды. Суд признал Александра Истомина и Виктора Смирнова виновными и отправил их на 6 лет в колонию общего и особого режима соответственно. 3-й подельник, ухтинец Роман Минин, отправленный тогда судом под домашний арест, в 2014 году ударился в бега. Была получена оперативная информация, что данное лицо проживает в городе Санкт-Петербурге, ну и посещает, бывает, город Краснодар, Краснодарский край. Информация находила свое подтверждение, но некоторое время его не могли установить, потому что документы были, которыми он пользовался, они были не на его имя. В сентябре 2015 года стало известно, похожий на сбежавшего ухтинца мужчина, по документам некий Станислав Колосов, разбился на машине «Лексус» в Ставропольском крае, не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом. Погибшего похоронила в Новгородской области его знакомая. Силовики выяснили, Минин получил паспорт на новое имя в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, перед этим написав заявление о выдаче дубликата свидетельства о рождении, якобы в связи с утерей. Оказалось, настоящий Колосов раньше отбывал наказание в одной из колоний Коми и этого заявления не писал. Идентичность погибшего мужчины и сбежавшего фигуранта подтвердили эксперты МВД по Коми. Они сопоставили 2 фотографии с водительских прав Колосова и с уголовного дела Минина. Но для суда этих данных оказалось недостаточно. Искать доказательства в Санкт-Петербург отправился помощник ухтинского прокурора Алексей Макаров. Он встретился со знакомыми Минина Колосова. Были опрошены эти лица. В ходе этого опроса было установлено, что на самом деле Роман Минин представлялся вот этим лицам под другими фамилиями. Более того, он представлялся не одним лицом, а несколькими, и при этом даже имел ряд паспортов, которые зарегистрированы на других лиц. Мало того, одному из своих питерских знакомых, Колосов, проговорился, что находится в розыске в Коми и живет под чужим именем. В итоге Ухтинский суд, оценив собранные доказательства, прекратил дело в связи со смертью обвиняемого.
Нелегальный канал по получению водительских прав наладили, как считает следствие, сотрудник ГИБДД Книшпогосского района и инструктор по вождению из Сыктывкара. Уголовное дело в отношении них отправлено на рассмотрение в суд. Весной в поле зрения столичных борцов с экономическими преступлениями попали несколько учащихся сыктывкарских автошкол. По данным оперативников, начиная с прошлого года, молодые люди, которые после прохождения обучения несколько раз не смогли сдать экзамены по вождению, обращались за помощью к своему автоинструктору. Мужчина предлагал им поехать в Емву и там на крайне льготных условиях сдать зачеты в местной госавтоинспекции и там же получить заветное удостоверение. Условие для всех было стандартным – 5000 рублей за автодром и 15 тысяч за вождение по городу. Бывали случаи, когда они фактически не сдавались, но по благам они происходили. В частности, экзамены по вождению в условиях дорожного движения, то есть по городу, по факту принимались. Просто задача инспектора была на какие-то фактические ошибки закрывать глаза и по факту выставления оценок, не соответствующих реальной сдаче экзамена. Деньги от 12 кандидатов-водителей в сумме 205 тысяч рублей инструктор получал электронным переводом или наличными из рук в руки. Чуть больше половины он отдал автоинспектору, причем часть отправлял ему на определенный банковский счет. А вот купюры прятал в автоприцепе возле дома полицейского, откуда потом их тот забирал. Именно нехватка средств на строительство, по признанию капитана, и толкнула его на должностное преступление. В середине апреля сообщников задержали, и поскольку они стали сотрудничать со следствием, отпустили под подписку о невыезде. К уголовной ответственности привлекли и 3 учеников-взяткодателей, которым экзамен по вождению зачли только на бумаге, без реального его прохождения. Один из них, Святослав Волощук, уже выслушал приговор Сыктывкарского суда. Теперь ему придется заплатить штраф в 450 тысяч рублей. Дела остальных направлены на рассмотрение Книшпогосской Фемиды. За посредничество инструктору светит до 7 лет колонии. А вот бывшему полицейскому за превышение должностных полномочий, служебный подлог и получение взяток наказание грозит намного строже. Вступил в законную силу приговор в отношении 5 жителей Сыктывкара, которые с 2012 по 2014 год занимались вымогательством в Эжвинском районе столицы. Верховный суд Коми согласился с приговором первой инстанции и отправил всех фигурантов в места лишения свободы. Чем еще занималась группировка, расскажет Наталья Литкевич. История похождений криминальной пятерки началась в конце 2012-го. 2 эжвинца, Владимир Кошкин и Вячеслав Жандаров, создали организованную преступную группу, в которую добровольно вошли еще 4 фигурантов. После смерти в октябре 2013-го первого лидера Кошкина по прозвищу «Мультик» возглавил ОПГ единолично Жандаров, больше известный под прозвищем «Греча». Именно он, по мнению следствия, выбирал жертвы, планировал варианты незаконного отъема денег и распределял роли подельников. Группировка осуществляла свою деятельность в Эжвинском районе. Они придерживались, так сказать, воровских понятий, поскольку их отцы также вели преступную деятельность именно в организованной преступной среде. Поддерживали отношения с лидерами и авторитетами уголовной организованной преступной среды. Рэкетиры придумывали различные поводы, чтобы предъявить финансовые претензии к потерпевшим. Например, у этого молодого человека за несуществующий долг приятеля группировка отобрала автомобиль Opel Astra. До этого требовала у него деньги. В этот же день они ко мне позвонили, назначили встречу около клуба, при этом сказали принести им 5000 рублей. Если не принесу, то они устроят надо мной физическую расправу. Я ни о чем не думал и принес им 5000 рублей. Этого парня-вымогатели вынуждали взять в банке кредит и отдать им деньги. Когда эжвинец не согласился, его вывезли в гаражи. Гречин нанес удара 3-4 по лицу. Чем? Кулаком. После чего он сказал, у меня также есть пару дней, чтобы отдать деньги, эти 5000, которые мне в банке не оформлены. И этот молодой мужчина уже не чаял вернуть свой БМВ. Уж очень она приглянулась одному из лидеров ОПГ, Владимиру Кошкину по прозвищу «Мультик». Мне позвонил Кошкин и говорит, мы обсохли, подвези нам, пожалуйста, бензина. Я говорю, хорошо, Вова, сейчас подъеду. Я подъезжаю туда, они сидят в 14-й черного цвета. Я выхожу, даю им бензин. Они выходят втроем, начинают меня избивать. Избили меня, запинали, оставили мне эту 14-ю, сели в мою машину, просто уехали. Факты, о которых рассказывали эти молодые люди, вскрылись в ходе следствия и судебных слушаний по первому уголовному делу в отношении группы вымогателей. В нем было 2 десятка эпизодов. Позже возбудили 2-е дело по 6 потерпевшим. Все эпизоды были совершены в период с 2012 по 2014 год. То есть преступления были длящимися. Одно из преступлений началось осенью
2013 года, окончено весной 2014 года, именно непосредственно вымогательство автомашины. То есть ребятам вменялось создание организованной преступной группы и совершение указанной группой преступлений уже в отношении граждан. За вымогательство и грабеж все фигуранты в июле выслушали обвинительный приговор. Всем назначили реальное лишение свободы. Вячеславу Жандарову 12,5 лет, Святославу Арабаджиеву 9 лет 9 месяцев, Дмитрию Бляйле 9,5, Алексею Гречику 6,5 лет, а Александру Стулову 9 лет. Верховный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Автоподстава. Этот циничный и наглый способ обмана как вид преступного промысла появился на российских дорогах в начале 90-х и жив до сих пор. Что делать и как себя вести, если вы стали жертвой злоумышленников, в рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Железцова. Автоподставы можно разделить на два вида. Первый – это подстава при помощи другого автомобиля. Второй – ДТП с участием пешехода-афериста. Смысл мошеннической комбинации прост – спровоцировать аварию, подставить машину или свое тело под удар. Затем, запугивая водителя, заставить его заплатить кругленькую сумму. Поэтому при выборе жертвы аферисты очень привередливы. Под прицел чаще всего попадают одинокие водители. Если человек один, на него проще психологически надавить и заставить отдать деньги. Он должен быть хорошо и аккуратно одет – это признак состоятельности человека. Автомобиль жертвы, как правило, средней ценовой категории. Но осторожнее всех стоит быть начинающим водителем. Под новичка легче подставиться, а недостаток опыта вождения может стать главным доводом против него же самого. Автоподставу можно вычислить. Предложение разобраться на месте без участия сотрудников ГИБДД должно вас насторожить. После ДТП с вами разговаривают пассажиры, а не водитель. Вас пытаются увезти подальше от автомобиля, принуждают отъехать куда-нибудь. Сохраняйте спокойствие, настаивайте на своем и вызывайте сотрудников ДПС. Таких людей аферисты боятся. Первостепенная задача подставлял – заставить водителя покинуть место ДТП. Во-первых, он лишается поддержки свидетелей, а во-вторых, его можно обвинить в оставлении места происшествия. Например, водитель начинает сдавать назад, чтобы выехать с парковки. Сзади внезапно появляется машина, и происходит столкновение. Лжепотерпевшие предлагают уладить вопрос, могут даже угрожать. Напуганный автолюбитель отдает деньги и уезжает. Только вот через несколько часов мошенник звонит и говорит, что нужно доплатить, иначе он сообщит в полицию, что автовладелец скрылся с места аварии. Основное правило – водитель должен оставаться на месте ДТП и не поддаваться ни на какие уговоры о перемещении автомобиля. Это будет трактоваться как оставление места дорожно-транспортного происшествия и использоваться против водителя. Неплохо заручиться поддержкой свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Обязательно запишите их координаты. Если аферисты скрылись до приезда наряда дорожно-патрульной службы, то сообщите номера и приметы их транспортного средства правоохранителям. Следующий вид подставы – это наезд на пешехода. Вы спокойно едете по своим делам. Неожиданно из-за припаркованного автомобиля выскакивает человек и буквально бросается под машину. После ДТП пострадавший требует с вас возмещения причиненного вреда. Против таких аферистов есть главное противоядие – видеорегистратор. Видеозапись убережет вас от непредвиденных трат. Причина, по которой мошенники умудряются обманывать водителей, это прежде всего невнимательность последних. Поэтому будьте бдительны и обязательно придерживайтесь всех правил дорожного движения. Тогда закон будет на вашей стороне. Но если вы все-таки нарушили ПДД, отвечать придется только вам. Программа «Крик. Криминал и комментарий» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте urgan.rf или посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома. Следующий обзор криминальных происшествий проведем в понедельник. До встречи на телеканале Юрган. Спонсор программы «Крик» – Центр Автопром. Техосмотр недорого. Техосмотр недорого. ООО «Центр Автопром». В 350 метрах от ГИБДД. Сразу за вторым железнодорожным переездом. Местечко Дырнас, дом 108/4. Телефон 550 830. Работаем без перерывов и выходных.